Ребята, которые достигают таких вершин в школе, получают золотые медали, они должны быть по жизни так идти. Знаниями уже блеснули, пора удивлять роскошными нарядами. 99 выпускников школ получили золотые медали. Марс в противостоянии с Солнцем. Удивительное и редкое астрономическое явление ожидает нас сегодня ночью. Собрали, он попадает сюда для дальнейшей обработки. А помогает в этом рабочим специальная техника. Время о зимах. Труженики полей собирают урожай в ГУПе «Магаз», побывал наш корреспондент. В один ряд с русскими классиками в Болгарии установили бюст Идрису Базоркину. Более 40 спортсменов в самых разных весовых категориях. И только 10 лучших смогут выйти в первенство СКФО по боксу. Последние поединки перед финалом. Расскажем об итогах второго дня республиканского чемпионата по боксу. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Сегодня глава республики вместе с министром внутренних дел по Ингушетии Дмитрием Кавой посетил в Нальчике Северокавказский институт повышения квалификации. Это филиал Краснодарского университета МВД России. Там молодые ребята повышают свою квалификацию, перенимают опыт своих коллег из других регионов. Глава республики и руководитель регионального ведомства ознакомились с условиями, в которых проходит обучение молодые люди из Ингушетии. Материал Хусена Гагиева. До встречи с сотрудниками полиции начальник филиала полковник полиции Заурбиш Хагапсоев провел для главы Ингушетии экскурсию по музею института. Экскурсовод в костюме милиционера периода 40-х годов прошлого века рассказал гостям об истории создания филиала университета МВД. Я специально сюда присылал. Это с какого года? 40-го года. 40-го года, да? Сразу же. Даже хочется по музею. Вот это здание, вот с этого вот все началось. И свисток на столе. Да, вот с этого здания. Вот 32-й год. В прошлом году у нас было 85 саманной сарайчики. Помимо ключевых этапов развития, музейные экспонаты отражают и исторические вехи формирования и укрепления системы МВД России на Кавказе. В музее выставлено оригинальное, редкое оружие. Также глава региона обошел весь комплекс, посетил административный и учебный корпуса, медчасть, общежитие. Сейчас на сегодняшний день с Республики Ингушетия около 50 человек мы заочно обучаем. То есть они еженедельно выходят, и в конце на 2 недели приезжают и сдают все экзамены за учебу. В рамках рабочего визита руководитель региона пообщался с сотрудниками и слушателями института, в числе которых в настоящий момент порядка 60 представителей МВД Ингушетии. Юнусбек Евкуров поблагодарил их за выбор профессии и желание постоянно работать над собой и совершенствоваться. Люди, которые обеспечивают порядок во всех отношениях, обязаны это сделать и по присяге, и по призванию. Почему? Потому что если вы одели погоны, находитесь в этом положении, вы, значит, выбрали эту профессию. Она нелегкая, она опасная, она тяжелая во всех отношениях. Мы сегодня смотрели в музее, сколько ребят погибло здесь, в Кабардино-Балкарии. Знаем, сколько ребят погибло в Ингушетии. Но, опять же, повторюсь, что это выбор профессии. Не все могут работать в этой системе, и не всем дано это делать. По словам Юнусбека Евкурова, в институте созданы превосходные условия. Он также выразил надежду на то, что после окончания обучения каждый из них в своей работе станет профессионалом. Я впервые в этом учебном центре скажу, что удивлен, как военный человек, не понаслышке знаю, что такое и курсы переподготовки, и учебные центры, и военные кафедры, училища и так далее. Ну, скажу, что вот эта территория требует особого вашего внимания к своим обязанностям и особого подхода к подготовке, переподготовке. Здесь просто грех не учиться. Все условия созданы, как
культурно-досуговой, так и учебной, спортивной, ну и так далее. Поэтому, конечно, вы должны максимально нарастить опыт, знания. Ну, в частности, если берем по Республике Ингушетия, у нас основная проблема кадра. И если каждый из вас думает, что сам по себе все появляется, это глубочайшая ошибка. Мотивация к работе, к службе, она должна быть в первую очередь. Дмитрий Кава также поблагодарил преподавателей и лекторов института за высококлассную работу, поощрил некоторых сотрудников ведомственными наградами и объявил благодарность за успехи в учебе отличившихся сотрудников Министерства внутренних дел по Ингушетии. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. Они шли к этому 11 лет. В Доме культуры Назрани чествовали выпускников школ. 99 нарядных медалистов принимали поздравления от своих учителей и главы субъекта. А награждали молодых людей мэр Назрани Алихан Тумгоев и депутат Мариам Амриева. Выпускники рассказали нашему корреспонденту о том, как они готовились к этому важному событию. Слово Амине Боковой. Девушки в нарядных платьях, юноши в элегантных костюмах. 99 выпускников в ожидании долгожданных золотых медалей. Возможно, сегодня они в последний раз собираются вот так вместе, как школьные товарищи. Зарема Плиева с отличием окончила первую школу в селении Плиева. На высокие баллы она сдала и выпускные экзамены. В этом, кстати, девушка нисколько не сомневалась. Высокую планку для себя Зарема поставила еще в 1 классе. Мне всегда говорили, что я учусь для себя и для своего будущего, и я оценила себя на золотую медаль. Собираюсь поступать на лечебное дело, быть врачом, скорее всего терапевтом, потому что мне это очень интересно, медицина, тем более очень благородная, хорошая профессия. Надеюсь, поступлю и учиться буду обязательно на отлично. Если на экзаменах особых проблем у Заремы не возникло, то подготовка к балу куда больше заставила ее переживать. С нарядами многие из выпускниц определились еще за несколько месяцев до окончания школы. Элегантные прически и безукоризненный образ. Дворец культуры сегодня можно сравнить разве что с Домом моды. За плечами теперь уже бывших учеников не только годы отличной учебы и не самые легкие экзамены, но и любимые занятия. Учителя-одноклассники, которых многим из ребят уже сейчас не хватает. Несмотря на это, медалисты сегодня не грустят, ведь это их праздник. На лицах счастливые улыбки. У каждого свои планы и мечты, которыми они с радостью делятся. Я хочу поступить на врача, и я пока прохожу, я думаю, что через пару лет я приеду сюда, в свою родную Ингушетию, и буду радовать их своей работой. Я очень довольна результатами по химии и по русскому языку, но я не совсем довольна результатами по биологии. Это были очень сложные задания. Я не ожидала, что они будут такими, но я рада, как я сдала ЕГЭ, я поступила в Сеченово, и у меня сейчас прекрасное настроение, и рада, что я нахожусь здесь. Тем временем на сцене учащиеся младших классов исполняют традиционный прощальный вальс. Этот танец во всем мире ассоциируется с окончанием школы. Своим старанием ребята заслужили этот праздник, и поэтому глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выкроил время, чтобы лично поздравить отличников. Награждает ребят почетными золотыми медалями руководитель субъекта вместе с депутатом Народного собрания Мариам Амриевой и мэром Назрани Алиханом Тумгоевым. Экзамены я сдала на отлично. Это, конечно, огромное счастье для любого выпускника. И присутствовать в таком месте, и когда тебе президент вручает медаль, это настроение вообще очень праздничное. Глава региона пожелал отличникам дальнейших успехов и напомнил, какая ответственность лежит на их родителях. Им и дальше нужно направлять своих детей в нужном направлении, помогать постигать выбранную профессию. Ребята, которые достигают таких вершин в школе, получают золотые медали, они должны быть по жизни так идти. Закончить с отличием вуз, ну и, конечно, работать тоже с отличием. Везде они себя проявляли, потому что это уже дано Всевышним, этот дар нельзя терять. Ну и здесь я родителей просил бы максимально держать детей на контроле, участвовать в их жизни. И вот здесь уже, уважаемые дети, как раз проявится ваша черта, характер. То ли вы вот эти годы учились и готовились к чему-то большому,
и знаете, к чему вы пошли, по какому пути идете, для чего вы пошли в высшее учебное заведение, то ли вас зря учили, хоть у вас есть золотая медаль. Потому что здесь уже зависит очень много от вашего характера, от мотивации выбора и высшего учебного заведения, ну, в последующем профессии, кем вы хотели быть. И самое главное, от того, насколько у вас устойчивый морально-психологический климат в душе непосредственно. И если вы также усердно, усидчиво будете заниматься, учиться, то вы будете и себе огромными помощниками, и помощниками тем нашим ребятам, которые тоже поступают, но не имеют золотых медалей. Поздравил самых усердных выпускников с окончанием школы и министра образования и науки республики. Золотая медаль должна быть подтверждена высокими баллами 200 и больше. Здесь сегодня присутствуют только ребята, которые получили от 200, внимание, до 295 баллов. Эти ребята могут выбрать любой вуз Российской Федерации. Самое главное, все высокие баллы мы, Министерство образования, перепроверяем. Региональная так называемая перепроверка. Результаты региональной перепроверки поддержаны Федеральным центром тестирования. Все их баллы поддержаны и подтверждены на федеральном уровне. Уже после вручения наград концертная программа продолжилась выступлениями звезд ингушской эстрады. За плечами у ребят 11 лет безупречной учебы и почетные медали на руках. А впереди их ждут не менее сложные учебные будни. Выбранная профессия, новые знакомства, преподаватели. Словом, новые вершины, которые еще только предстоит покорить. Амина Покова, Адам Далаков, Новости 24. День рождения 126-го полка войсковой части 3718 отметил его личный состав. На праздновании 14-й годовщины присутствовали сами военнослужащие и гости. Звучали поздравления, хвалебные речи. Также состоялось награждение бойцов и офицеров, которому предшествовали показательные выступления сотрудников Росгвардии. Слово Мадине Пугоевой. 10 секунд на разборку и 20 на сборку автомата. Таков результат старшего сержанта Александра Левченко. 9 лет контрактной службы воспитали в молодом человеке строгое исследование уставу и дисциплине. Однако стремление быть первым заставляет старшего сержанта постоянно повышать уровень своей подготовки и знаний. Мы всегда стремимся быть лучшими в своем деле. И каждый пытается доказать то, что он тоже хочет быть лучшим. И у нас получается так, что мы соревнуемся по физической подготовке в бег на 3 километра, на 100 метров, на подтягивание на перекладине. И как бы это для нас и для здоровья человека это вообще полезно, заниматься физической подготовкой. В числе тех, кто постоянно самосовершенствуется во время досуга, и 24-летний Борис Жуков служит уже 7 лет, пока что в звании ефрейтора. Однако на этом останавливаться не намерен. В планах молодого бойца дослужиться до звания генерала. Впрочем, это неудивительно, ведь любовь к военному делу у него в крови. У меня военная династия, у меня отец офицер, брат все родные офицеры, я тоже офицер. Вот, и пытаюсь сохранить традиции, достоинства, честь своей семьи. Бойцы Росгвардии, я считаю, это надежда и опора суверенитета Российской Федерации, в первую очередь. А подразделение спецназа – это элита Росгвардии, которая всегда в любой момент готова прийти на помощь. Всегда готовы – таков девиз Федеральной службы войск Национальной гвардии России. 126-й полк в этом году отмечает 14 лет со дня основания войсковой части номер 3718. Чтобы поздравить со знаменательной датой, личный состав в торжественном мероприятии, приуроченном к этой годовщине, приняли участие и почетные гости. Уверен, что высокий профессионализм и четкая принципиальная позиция позволят вам и беречь впредь, приумножать свои лучшие традиции, эффективно бороться с преступностью, служить укреплению российской государственности. Желаю вам, всему личному составу войсковой части 3718, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, обеспечения мирной жизни, покоя граждан нашей республики и в целом нашей страны. От имени Общественного совета МВД Республики Ингушетия поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю безопасной службы, карьерного роста. Защищать Отечество – это большая честь и великая ответственность. Успехов вам!
В составе 126-го полка несут службу специально моторизированные подразделения, подразделения обеспечения, а также отдельные подразделения специального назначения. Самых лучших бойцов и офицеров почетными грамотами наградил первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Аздоев. Ефрейтор Харсиев Ислам Юнусович. Специально для почетных гостей провели и показательные выступления. Рота специального назначения продемонстрировала способы ведения боя из различных положений. Показали и приемы, которыми пользуются бойцы спецназа в рукопашном бою. Войсковая часть для многих не просто место дислокации, а второй дом. Несмотря на то, что служба в рядах Нацгвардии и опасна, и трудна, профессиональный, боеспособный и сплоченный коллектив гвардии продолжает гордо и стойко стоять на страже закона. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Марс в оппозиции. Говоря иначе, в противостоянии с Солнцем жители планеты в разных уголках Земли могут наблюдать в эти минуты редкое астрономическое явление. Почти час назад началось лунное затмение, которое войдет в полную силу ближе к полуночи. Это первое центральное затмение с 15 июня 2011 года. Луна проходит через центр земной тени. Продолжительность затмения около 103 минут, поскольку это происходит около апогея. Это самое длинное затмение в 21 веке. В зависимости от погоды его полностью можно увидеть в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось при восходе Солнца, в Восточной Азии и Австралии, наоборот, при заходе. Труженики полей собирают урожай. Сейчас время озимых. В Гуппе Магаз под пшеницу и ячмень отвели сотни гектаров земли. Предварительным итогом сбора руководство сельхозпредприятия довольно. За ходом полевых работ наблюдала Рина Цычева. Зерно, значит, засыпанное на семена, очищенное, чистое. Никаких проблем с севом под будущий урожай точно не будет, признается Руслан Измайлов. Этот год для аграриев выдался хорошим, потому и заготовки радуют. Никаких секретов, только должный уход. В Гуппе Магаз из посаженных 200 гектаров озимых, 100 гектаров ячменя и 60 гектаров пшеницы. Средняя урожайность ячменя составила 25 центнеров и пшеница 27 центнеров с гектара. В полях у нас в настоящий момент работает 3 комбайна, так, трактора, которые завозят зерно, 2 трактора с прицепами. Так, а остальные трактора, у нас 10 тракторов, остальные трактора, значит, работают на опрыскивании полей яровых культур, кукурузы, подсолнечника, обработки этих полей. Для уборки урожая задействованы комбайны фирмы «Дон», «Нива» и известная «Полесье». Работа идет по графику. Убирать урожай на поле комбайнеры выходят в 10 часов. Когда влажная погода, мотовила выдергивает урожай с корнями, поэтому бывают большие потери. Главный герой здесь вовсе не машины, а комбайнеры. Магомед Ачиев в Гуппе Магаз трудится уже больше 10 лет. С такими хорошими условиями грех жаловаться, признается рабочий. Тем более ему доверена важная миссия. Аграриям осталось еще убрать 40 гектаров пшеницы. Весь собранный урожай находится на складе. Часть урожая пойдет на процент рабочим и на оплату лизинга, другая на рынок. Ну а 4-я для следующего сева. Тем временем аграрии очищают зерно. После того, как урожай собрали, он попадает сюда для дальнейшей обработки. А помогает в этом рабочим специальная техника. Называется она зерномет. Она убирает лишние примеси и делает урожай чистым. Процесс, конечно, трудоемкий, но важный. Весной аграрии посадили 500 гектаров кукурузы сорта «Ладожская». Он отличается выносливостью и совсем не капризный. Помимо прочего, посеяно 55 гектаров подсолнечника. Мы, значит, засыпали на семена под урожай будущего года 100 тонн ячменя. И на этот момент засыпали 80 тонн пшеницы.
под урожай будущего года. Ну а тем временем работа продолжается. Аграрии должны уложиться в срок. Ведь, как известно, только труд дает результат. Лина Сычуева, Рахман Цуров. Новости 24. С января этого года отделы соцзащиты населения республики ведут прием документов для назначения ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первенца. До июля текущего года за предоставлением этих пособий обратились около 500 семей. Из них не менее 400 будут произведены выплаты в начале августа. А 25 семьям отказано в начислении ежемесячных выплат в связи с превышением среднедушевого дохода. Как отметили в Министерстве труда Ингушетии, право на получение этой выплаты предоставляется семье, если ее среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в 1,5 раза, установленную в республике за второй квартал предшествующего года. Напомню, что эта сумма составляет 9319 рублей. 5,5 миллиардов рублей. Такую выручку ожидает руководство завода по производству алюминиевых радиаторов. А объем будущих налоговых поступлений составит более 360 миллионов рублей. На предприятии уже ведется масштабное производство. Качество продукции строго контролируется. В этом убедилась Индира Манкиева. Завод открыт в прошлом году, и, как мы видим, сегодня работа здесь вовсю кипит. Здесь, на первый взгляд, кажется, как будто это груда металлолома, а на самом деле это склад уже готовой продукции. Аналогов этого завода нет в СКФО. Здесь трудится около 100 рабочих. Предприятие построено при поддержке Фонда развития промышленности. С каждым днем производство набирает обороты. Все это благодаря современному итальянскому оборудованию и высококвалифицированному персоналу. Кстати, многие набрались опыта прямо на рабочем месте. И сегодня их мастерство не уступает дипломированным специалистам. Я работаю электриком на АТМ, занимаюсь обслуживанием машин, оборудования. Я заканчивал среднее профессиональное образование в нашей республике. Безусловно, рабочие места для республики. Люди вместе работать, много мест. Конечно, это, по моему мнению, хорошее. Я литейщик, занимаюсь изготовлением батарей, качественных батарей. Уже работаю год. А вот у Руслана Дударова сегодня первый рабочий день. Работу искал долго и вот, наконец, нашел. Руслан быстро вошел в курс дела и, чтобы не сбивать производственный ритм, выкладывается в полную силу. Ну вот, отрезаем лишние куски. Все, готовая секция на подготовку. Именно здесь производят литые алюминиевые и биметаллические радиаторы. Как отмечают сотрудники завода, это одна из самых опасных секций. Здесь сейчас этот процесс, это самый важный процесс, отливаются секции именно на этих машинах. Это литейные машины. Сейчас вот эти машины отливают у нас два вида. Это алюминий и биметалл. Отопительные радиаторы на заводе АТМ производят по итальянской технологии. Ее преимуществом является легкость, небольшие размеры, высокое рабочее давление, которое достигает до 105 градусов по Цельсию. Перед тем, как радиаторы отправятся на рынок, они проходят сразу 6 проверок. Мы находимся в покрасочном цеху. Здесь радиаторы проходят предварительную обработку. И сейчас, вот вы видите, опускаются они на порезную ванну, проходят грунтовку. После этого они просушиваются и дальше по конвейеру идут на покраску. Это покрытие не все производители используют. Это увеличивает срок службы радиаторов. Да, вот эти секции, трехсекционные радиаторы, это у нас спецзаказ, мы делаем индивидуально под заказчика своего. Мы делаем два вида, это алюминий и биметалл, два разных радиатора. Биметальные радиаторы, они в основном используются для высокого давления, для многоэтажных зданий. Алюминиевые мы используем в быту, да, 1, 2, 3 этажа. Они выдерживают давление. Работа здесь налажена как единый механизм. От каждого рабочего зависит, насколько качественный продукт в итоге выйдет. 31 миллион секций радиаторов в год. Это примерно 24% от занимаемой сегодня европейскими производителями доли российского рынка. У завода в ближайшей перспективе есть все шансы выйти в лидеры в этой сфере. К тому же, благодаря открытию завода, многие жители города смогли устроиться на работу, а для местного бюджета это дополнительные налоговые поступления. Завод, в принципе, вышел на свои полные производственные мощности. По производственным мощностям данный завод производит
в год 3 миллиона 100 тысяч секций алюминиевых радиаторов отопления. И на сегодняшний день трудоустроено более 100 человек. Для города какую прибыль они приносят? Это у нас налоговое поступление, инвестиционная привлекательность, арендные платежи, ну и удовлетворение внутреннего рынка производимой продукции. Планируемый объем выручки 5,5 миллиардов рублей, а объем будущих налоговых поступлений более 360 миллионов. Завод АТМ уже начал вносить значимый вклад в наращивание промышленного потенциала республики, потому как уже сейчас здесь выполняются индивидуальные заказы как для регионов страны, так и ближнего зарубежья. Индира Манкива, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Болгарии установили бюст Идрису Базоркину. Мероприятия по увековечению памяти великого ингушского писателя, классика ингушской литературы прошли в культурно-историческом комплексе города Плиска в музее «Двор кириллицы». Имя Идриса Базоркина увековечено наряду с именами выдающихся русских поэтов и писателей, таких как Толстой, Пушкин, писателями других национальностей и народов, создавших свои произведения на кириллице. В торжественной церемонии установки бюста Базоркина на аллее писателей вместе с ингушской делегации приняли участие генеральный консул России в Варне Владимир Климанов, автор культурно-исторического комплекса «Двор кириллицы» Карен Алексанян, секретарь Ассоциации Болгарии во всем мире и мэр города Плиска. По традиции под постаментом ингушскому классику оставили горсть земли из родового аула писателя Эгикала, где он похоронен. Министерство сельского хозяйства Ингушетии проводит конкурс информационно-просветительских проектов «Моя земля. Россия-2018» в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». К участию в конкурсе допускаются индивидуальные заявители, в том числе журналисты федеральных, региональных и городских журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний. Призовой фонд для индивидуальных авторов, фотожурналистов: первое место 120 тысяч рублей, второе 85 тысяч и третье 60 тысяч рублей. Для редакции СМИ первое место 200 тысяч, второе 150 тысяч и третье место 100 тысяч рублей. Причем документов и работ будет вестись до 31 августа. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится в рамках проведения Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018». Горячая пора в СУЗах. В средних профессиональных образовательных заведениях продолжается приемная кампания. У абитуриентов осталось 2 недели, чтобы успеть подать свои документы. Желающих получить образование в топливно-энергетическом колледже много. Поступающим предлагают специальности по 11 направлениям. Материал нашего корреспондента. Есть такие специальности. Бурение нефтяных газов скважин, срок обучения 2 года 10 месяцев. Монтаж, наладка электрооборудования, промышленных гражданских зданий. Вот эти 2 специальности, которые я тебе посоветовал, которые сегодня востребованы. Какую профессию выбрать, сколько баллов необходимо, чтобы поступить? Самые популярные вопросы абитуриентов, на которые приемная комиссия топливо-энергетического колледжа отвечает чаще всего. 2 недели до конца приемной кампании. Бывшие школьники надеются, что этой осенью у них начнется студенческая жизнь. Помогать не только обществу, а в первую очередь своей матери. Главная причина, из-за которой Анжела Евлоева хочет посвятить себя врачебному делу. Нужно, чтобы дома была медсестра, так как у моей мамы частенько скачет давление и необходима первая помощь. Сюда поступила, потому что мне здесь удобнее, я живу недалеко, в сельском поселении Новый Редант, и это отличный вариант для меня. Экономика, программирование, агрономия, юриспруденция и не только. Всего 11 направлений, по которым в колледже готовят специалистов. В основном абитуриенты выбирают действительно востребованные рабочие профессии. Впрочем, на ставшие уже классическими специальности тоже есть спрос. Например, Фатима Картоева хочет изучать бухгалтерский учет. Я заканчивала в Центре Камази политехническом колледже дошкольное образование на красный диплом. Спешу похвастаться. А сейчас пришла сюда, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Потом, конечно, я буду поступать на высшее, но пока хочу, чтобы у меня было такое начало хорошее. Работа приемной комиссии в колледже началась 15 июня. За это время сдали документы более 400 выпускников. Статистика показывает, что СУЗы пользуются большой популярностью у абитуриентов. Одна из причин в том, что, поступая в колледж, сдавать ЕГЭ не обязательно. Достаточно стандартного пакета документов. Решающую роль здесь играет средний балл в аттестате. Кто-то не вытягивает
Соответственно, скажем так, на более престижные профессии это юристы, преподавание начальных классов, дошкольное образование. У кого-то в чем-то где-то что-то недостатки, если появляются, мы им советуем выбирать технические специальности, то есть портные, сварщики. На все специальности в колледже на очную форму обучения предоставлено всего 25 мест и 30 на заочную. Столько же мест выделено по тем же специальностям, но уже на коммерческой основе и на заочной форме обучения. На сегодняшний день количество абитуриентов в СУЗе превысило на 50%. Хочу отметить, что в этом году к нам идут студенты с очень высокими баллами. Эта тенденция началась в прошлом году, но в этом году продолжается, что нас очень сильно радует. Потому что, когда на программиста идет человек со средним уровнем знаний, нам бывает архисложно его подтянуть на необходимый уровень. А когда идут такие выпускники с такими аттестатами, конечно, работать легко. И в дальнейшем, после окончания учебного заведения, они могут рассчитывать на трудовое место. Уже больше 20 лет колледж выпускает до 300 специалистов ежегодно. Последние несколько лет востребованными специальностями остаются преподаватель дошкольного образования и учитель начальных классов. Отбор на эти профессии в СУЗе ведется строже всего. На эти два факультета мы берем только отличников с красным дипломом, потому что это наша принципиальная позиция. Детей должны воспитывать лучшие. Поэтому у молодых людей, у девушек, которые выбирают этот факультет и не имеют красный диплом, практически шансов нет. Прием документов продлится до 15 августа. А кто в итоге поступит, станет известно уже 16 числа. Шарадат Холухоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Ингушских журналистов приглашают принять участие в 7-м форуме региональных и национальных средств массовой информации, который пройдет с 16 по 18 августа в Казани. Основная цель форума – обсуждение современного состояния и перспектив развития региональных и национальных средств массовой информации России, обмен опытом. В рамках форума запланировано пленарное заседание, доклады, семинары и мастер-классы от ведущих экспертов медиаотрасли России, а также экскурсионная и культурная программа с посещением исторических и архитектурных памятников Республики Татарстан. Многообещающий проект участник Таврида намерен возродить ансамбль «Ваймок». С такой идеей Рамазан Медов выступил на форуме. Его инициативу поддержали не только словом, но и деньгами. Молодой человек получил 300 тысяч рублей на реализацию этого культурного проекта. Чем будет отличаться его ансамбль от других хореографических коллективов, знает Жарейдат Халухоева. Не создать, а именно возродить ансамбль «Ваймок». Такой идеей Рамазан Медов загорелся давно. Работу творческого коллектива пришлось приостановить еще в 2013 году из-за финансовых трудностей. Хореографическому искусству он отдал 7 лет. В свой проект без преувеличения вложил всю душу, и это оценили. Рамазан стал одним из победителей Всероссийского молодежного форума «Таврида». У нас смена называлась «Народная смена. Мы вместе». И в этом смене участвовали народники, государственные народники, которые знали свою работу, они были профессионалы. Действительно, не просто было выиграть грант, но я потел там каждый день, чтобы выиграть свой проект. И действительно, вот и результат. Выиграли свой проект в размере 300 тысяч рублей. Концепция ансамбля раскрывается в названии. Он отличается от других тем, что создает уникальные танцы, основанные на базе хореографии других кавказских народов. Внести новизну в горский танец и привлечь внимание не только ингушского зрителя, но и за ее пределами. Главная цель проекта. Заявки 85 проектов. И среди 85 проектов я попал в пятерку лучших проектов. Там были с разных регионов, с разных СНГ, там были и страны, Франция, Польша. Действительно, молодежный форум Таврида помогает нам продвигать свой проект. Это не первая победа Рамазана на таких форумах. Стремление осуществить мечту. Он представлял свой проект на Машуке и также выиграл грант на 300 тысяч рублей. Все средства ушли на пошив сценических нарядов для солистов и разработку сайта ансамбля. На оставшуюся атрибутику Рамазан и планирует потратить грант. Сейчас у меня есть коллектив, но они, кто-то учится за пределы России, остались немного, но мы можем сейчас выступать. Сейчас мы можем позвонить. Для этого нам нужны национальные, наши черкесские и другие дизайнерские, другие дизайнерские одежды нам нужны, национальные. Как поступят деньги и помещение, и у нас все будет.
Успехом Рамазана в комитете по делам молодежи гордятся. Инициатива молодых энтузиастов здесь не только охотно поддерживают, но и следят за реализацией проектов победителей. Главное, отмечают в ведомстве, это правильно подать идею, на что здесь и делают большой акцент. У нас есть очень прокачанные, настоящие специалисты в прямом смысле этого слова. И мы сегодня, комитетом по делам молодежи, то есть в целом моей командой, мы готовы сегодня популяризировать это направление среди молодежи в нашей республике. То есть социальное проектирование, чтобы молодой человек сегодня, имея какую-то свою идею, какое-то желание что-то сегодня сделать, он может прийти к нам, мы ему объясняем, как правильно прописывать социальный проект, как его защищать, как правильно делать это. Уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства, где рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие встречи. Форум Таврида каждый год объединяет более 3000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Помимо денежного гранта от праздника культуры и искусства у Рамазана осталось море впечатлений. Эмоции, конечно, были на высшем уровне. Организаторы и директор форума, они по всем пунктам сделали этот форум на высшем уровне. Действительно было приятно смотреть на выступления, на их организаторские работы. Они свое дело знали, как работать с молодежью, именно с участником. Форум действительно был полезен для нас. Для Ингушетии это первый грант из Тавриды. На этом останавливаться активист не собирается. Впереди у него еще много работы, чтобы вновь воссоздать свой ансамбль. Шардат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. Госдумой принят закон об изучении родных языков. Инициатива была внесена группой депутатов, представляющих все фракции Госдумы. Законопроект обеспечит получение школьного образования на родных языках народов и государственных языках регионов России. Также выбрать в качестве родного языка можно будет русский. Возможен свободный выбор на основании заявления родителей школьников. Продолжается республиканский чемпионат по боксу. В состязаниях участвуют боксеры разных возрастов и весовых категорий. Финал соревнований состоится завтра. О промежуточных результатах чемпионата Зелимхан Калоев. Республиканский чемпионат по боксу среди мужчин продолжается. Более 40 спортсменов в самых разных весовых категориях. И только 10 лучших смогут выйти в первенство СКФО по боксу. Но за победу еще предстоит побороться. Вот и эти спортсмены время терять не стали. Начали обмениваться серией мощных ударов. Пока непонятно, на чьей стороне удачи. Оба соперника в боксе не новички и хорошо подготовлены. Но на ринге только один победитель. Это боксер в красном углу Хизир Измайлов. Халха встречается для дата. С первый раз по мужикам соревновались. Первый раз боя с по мужикам. Соперник Муацер. Халтаковац Амуч. Следующая пара боксеров выступает в весовой категории 56 килограммов. Кто сильнее, соперники выясняли на протяжении всех 3 раундов. Итог подводит судейская коллегия. И единогласным решением победу присуждается Эмрану Хамхоеву. Я выступаю 56 килограмм. Парень, на которого боксировал, я один раз боксировал на спаррингах. Так нормально было. Спарринг на соревнованиях видно было, кто хорошо, лучше подготовиться к этим соревнованиям, так как я выиграл по воле Всевышнего. 3 раунда по 3 минуты, между которыми короткий отдых в течение 1 минуты. А расслабляться спортсменам нельзя. На кону все или ничего. Соревнование проходит согласно требованиям международного регламента. Есть у нас хорошие ребята в весовых категориях, есть. Но надо еще работать, конечно. Но есть хорошие ребята. В Назране есть, в Малгобеке, по республике, в Плиево, вот я говорил, много. Есть хороший выбор, есть. Предыдущие за всю историю у нас ребята доходили, и олимпийские чемпионы есть, и чемпионы Европы, мира по взрослым есть, и по юношам, по юниорам есть. Много боксеров становилось. Вот маленькая Ингушетия очень большие результаты дала. Впрочем, ожидание зрителя оправдывается с каждым раундом. На скамье болельщиков и легенда бокса Руслан Тичуев. Он тренирует спортсменов уже более 20 лет подряд. За это время выпустил не одно поколение боксеров. Вот эти соревнования эффективные. Здесь молодые ребята, 19 лет. Они показывают хороший результат, хорошие бои показывают. Молодцы, я смотрю эти бои и вижу
есть хорошие ребята. Интересным выдался и поединок Ислама Евлоева и Мухаммадсалама Гоегова. Бой достаточно вязкий. Активность позже проявляет боксер в синем. И после 3 раундов победу присуждает Мухаммадсаламу Гоегову. Физический ор. Мы готовились в зале у себя. Место мокшили получить. Готовились до шлатады. Кто будет представлять Ингушетию в первенстве СКФО, которое пройдет этим летом в Дагестане, станет известно совсем скоро. А отличившиеся там смогут заявить о себе на чемпионате России. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. И в завершении выпуска доводим до сведений жителей республики, что 28 июля в 11 часов в летнем амфитеатре состоится итоговый семинар для паломников. Приглашаются все паломники, совершающие хадж в этом году. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.